Добрый день, уважаемые читатели «Кактус Медиа». Мы вновь в прямом эфире, 12 часов в Бишкеке, и мы обсуждаем, конечно, самую важную тему прошедшей и пока еще нынешней недели, прошедшие парламентские выборы, которые проходят как минимум странно. Мы недаром дали заголовок нашему эфиру, что это было. И что это было, мы обсуждаем с бывшим членом Центра избиркома, бывшим кандидатом в депутаты, но не на этих парламентских выборах 2021 года, а 2020 года, Канатбек Азиз. Спасибо большое, что принял наше приглашение. Канат юрист с большим стажем и имеет опыт в избирательном праве. Но самый главный вопрос, ходил ли ты на выборы? Да, ходил, я голосовал. И причем намерение было первое опробовать ту систему, которая была заложена в прошлом году, и было обещано, что все будет прозрачно. И голосование будет идти по смешанной системе. Я голосовал как по партийной, хотя у меня было право отказаться, так и по одномандатным округам. Ты, когда голосовал, испытывал ли проблему с пониманием, как необходимо голосовать, то есть по бюллетеню по одномандатному округу и по партийному, потому что поступало очень много жалоб на непонимание, как проходит эта процедура? Понимающий уже не первый год, ну и знающий избирательное право уже не первый год, я, безусловно, проблем сам не почувствовал, но понял, что это создаст определенные трудности для других. Например, я стал невольным свидетелем, когда мой же представитель домашнего комитета, домком, она не смогла проголосовать по партийной системе. То есть она понимала, что нужно отдать голос за партию, но не могла найти нужного кандидата. То есть тот буклет, который, в принципе, находился под столом, то есть под кабинкой, им было достаточно сложно листать его, поскольку я понял, что это занимает определенное время, листать целую книжку, поскольку это задерживает, во-первых, другого избирателя, и понимал, что, в принципе, реализовать полностью избирательное право всех граждан того или иного округа будет достаточно сложно, в случае того, если было бы активное участие. Вот такой у меня вопрос. Ну, на УИКах были вывешены большие таблицы с именами всех кандидатов, вот всех 21 партий, где-то было 27 кандидатов, в основном это 54. Этого было недостаточно для того, чтобы запомнить номер партии и номер этого было недостаточно, ну, поскольку я, если судить по своему участку, воочию, когда это все увидел, то я не увидел список кандидатов, вывешенных специально на участке. Я это увидел только в маленькой книжечке, ну и, соответственно, в газете «Эркинто», где предлагали избирателю непосредственно пройтись по всем фамилиям, а потом уже выбрать. Я предлагаю нашим зрителям задавать вопрос, если у вас есть в Инстаграме по избирательной системе, и мы попробуем на них ответить. Да. Канат, ты был членом Центра избиркома с 2010 по 2015 годы. Да. Именно тогда была введена первый раз система голосования через автоматически считывающие урны. Совершенно верно. Тогда это было совершенно новшество, ожидалось множество проблем. Оправдала ли себя тогда эта система и оправдывает ли она себя сейчас, спустя уже 6 лет? Начиная с 2015 года, безусловно, принимали ее с большим шумом, если вы помните, да? Да, это было. То есть, если, например, с 2015 по 2017 год люди себя не находили в списках, либо, допустим, та система, которая база избирателей закидывала того или иного избирателя в совершенно другой участок, ну, допустим, в 2015 году я сам случайно оказался в Баткине, хотя я там ни разу не был, к примеру, да. То есть были вот такие проблемы. То сейчас это не наблюдалось. То есть, допустим, по выборам 2021 года, то, что сейчас обкатали, возможно, в силу неактивного участия всего населения, я прописывал об этом в Твиттере, о том, что более 2 миллионов людей не участвовало на выборах. Да? Ну, то есть это... Явка была ужасная. Явка была очень низкая. 33% населения, да. И это еще... И причем, если это сравнительно взять, в принципе, с президентскими, да, но всегда практика показывает, в парламентских выборах избиратели были заинтересованы всегда. Во-первых, это сами политические партии, которые призывали. Во-вторых, это само государство, которое призывало активно участвовать на выборах. Вот и все. То есть был именно такой момент. Конечно, то, что произошло в Центральной избирательной комиссии в тот день, 28-го вечером, после 8 часов, то есть тот сбой, определенный сбой, как мы называем его, скажем, оно стало большим поводом для тех, кто не прошел.
не набрал голоса. Соответственно, во всех политических процессах оно вызывает определенные проблемы, понимаете? Пусть это будет повод, пусть это будет та возможность, допустим, сказать о том, что выборы прошли нечестными и так далее. Вот и все. Все обвиняют Центр избирком, что происходит махинация на уровне сервера, там, где есть доступ именно человека, у специалистов. Тогда, на тот момент, когда ты работал, у вас был доступ в сервер, вам объясняли, как работает система, можно ли посмотреть такой, скажем, превью, да? И вот перед тем, как она публикуется в открытое пространство, имели вы возможность посмотреть предварительно? То есть был ли какой-то люфт, чтобы подкрутить, или наоборот, этого люфта нет? Нет. Говорить о том, что каждый член Центральной избирательной комиссии имеет прямой доступ, это было достаточно ошибочно, поскольку не все имели доступа. Ну, об этом в свое время говорила и после нашего созыва Атыр Абдрахматова, да? Гульнара Джурабаева говорила и так далее. То есть спокойно войти и посмотреть на серверах, во-первых, это непонятно, поскольку это стоит махина и так далее. И, как мне известно, сам сервер на сегодняшний день не находится в самой Центральной избирательной комиссии, да? То есть он находится в другом месте, но опять-таки без всяких этих, то есть он остался на старом месте, где располагалась сама Центральная избирательная комиссия ранее. Поскольку, на Старой площади? По-моему, на Старой площади, да. Ну, как мне известно, то есть был именно вот такой момент. И при этом говорить о том, что Центральная избирательная комиссия вмешивается, а давай мы потянем голоса этим и так далее, я далек от такой мысли, поскольку ни на своей практике, ни на практике прошлых годов я не видел. Но вопрос другой. Нужно понимать, что результаты, выданные АСУ, автоматизированной системой, то есть те, которые предварительные, именно предварительные результаты выборов, они не являются окончательными. Окончательно у нас ручной подсчет был. Да, но оно создает определенные поводы для волнений. Ну, например, возьмите октябрьские события 2020 года. Но именно по системе АСУ, то есть по результатам АСУ, народ вышел на улицы, да, хотя результаты были разные, и причем говорилось о том, буквально через день, говорилось о том, что и Бетун Кыргызстан, возможно, войдет, и партия Мекенчиль войдет и так далее. Но для народа это было достаточно, ну, скажем, прийти к какому-либо общему мнению, да, о том, что выборы прошли честными, либо нечестными и так далее. Центральная избирательная комиссия правильно говорит о том, призывая, что нужно дождаться результатов ручному пересчету. Вот я, например, стал невольным свидетелем и того, когда мне стали поступать звонки, что по ручному пересчету я не прохожу. Или наоборот, по ручному пересчету я прохожу, да, то есть по одномандатным округам. Я, например, большую проблему видел именно в одномандатных округах, да, но практика показывает, именно эти округа прошли наиболее спокойными. Ну, то есть простым большинством голосов. Да, совершенно верно. То есть система вопросов, посчитала, да. И проблем никаких нету. Сейчас, допустим, у кандидата в течение 20 дней есть полная возможность оспорить те или иные участки, то есть представить свои протокола о том, что этот подсчет был неправильным. Это представить как в окружные избирательные комиссии, так и представить его и в последующем, если не устроит, и в Центральную избирательную комиссию, и оспорить, понимаете? То есть у него такая возможность есть, и причем я призываю политические партии сделать именно вот это, поскольку юридическую силу в соответствии с конституционным законом имеет именно ручной пересчет. Вот тут вопрос о 2010 году. В 2010 году на выборах, почему отстранители партии Бетун Кыргызстан, ваш глава ЦИК позвонил лидеру Адахану Кимсанбаевичу, и сразу через несколько часов, оказывается, эта партия не прошла. Объясните ситуацию. Задает вопрос Баха Нишанов. 2010 год. Бахе Нишанову говорю о том, что партия Бетун Кыргызстан не была отстранена. Это, во-первых. Во-вторых, я сам был таким же уполномоченным представителем только от партии Атамекен, поскольку это не наш состав был, а во главе с Акылбеком Сариевым. Я знаю, из чего он берет, но он ошибается. Он берет из того, что доверенное лицо партии Бетун Кыргызстан якобы попалась на подкуп и так далее. Но партию Бетун Кыргызстан тогда не отстранили. Вот и все. Тогда она просто не прошла. Да, она не прошла. То есть, вот здесь у меня самый интересный вопрос возникает, который вот избирателя также гложет. Ручной подсчет. У нас не так много участков. 2494 участка у нас открылось. И ручной подсчет уже по сути должен быть готов. Почему сейчас он идет таким медленным способом? То есть вот я уходила на эфир, и к 12 часам было подсчитано чуть более 20% голосов, 1/5.
Мы посчитали, что с такой скоростью мы можем дождаться результатов только 6 декабря. Почему такая история? Потому что за сутки мы уже к 12 часам раньше на всех выборах уже знали итоги ручного подсчета. Я предполагаю, что, скорее всего, и более уверен, что протокола ручного пересчета не представлены в Центральную избирательную комиссию. То есть там накручивают и Нет, а основной вопрос стоит о вводе в саму систему, если вы замечаете, да, вот, например, Кайрат Маматов в социальных сетях прописал о том, что ребята работают уже третьи сутки, не покладая рук на самом деле, да. Но действительно так и происходит, потому что даже по одномандатным округам, если просчитать, во-первых, это окружные избирательные комиссии, которые впервые некоторые созданы и сформированы, да, они не знают, какую систему направлять, да. То есть, как передавать протокола ручного пересчета, как вводить его в систему, таким образом и еще и доставлять, поскольку сличение всегда идет, допустим, и на руках тот же самый протокол должен быть, и, соответственно, она должна вводиться самой окружной избирательной комиссией того или иного округа. Вот Вопрос такой, зачем каждый раз проводить выборы, если все знают, кто пройдет и кто не пройдет? Ну, избиратель, наверное, скорее всего, сам должен ответить на этот вопрос. Понимаете, винить о том, что все знают, почему прошли и так далее, ну, смотрите, никто не ожидал в Свердловском районе, и никто не ожидал в Первомайском районе, что избиратели проголосуют против всех. Согласитесь? И выборы не прошли. Ну, возьмите того же самого кандидата, который был обещано, что он пройдет, Джанабека Абирова, да, по Ленинскому округу. Но он же прошел буквально вот тютелька в тютельку. То есть там разница? Там разница была буквально там, в десятые доли. Да, в десятые доли. И также позиция против всех практически взяла свое, понимаете? То есть, да, это протестность, это выражение своей воли и так далее. На что они и называются свободными выборами, понимаете? Вот и все. То есть вопросов очень много было. Ну, возьмите того же самого Дастана Бекешева. Никто не ожидал о том, что он возьмет по Октябрьскому округу голоса, и причем с большим отрывом, да? Вот и все. Ну, другое дело, какой будет ручной пересчет, какие будут результаты. Поскольку его же оппонент другой говорит о том, что давайте дождемся ручного пересчета, и оттуда будет видно, кто из нас победит. И это верно, поскольку, я же говорю, нужно добиваться именно этого. Ну, возьмите, допустим, прошлый год, октябрьские события. Народ не стал дожидаться ручного пересчета. Центральная избирательная комиссия просто отменила, признала выборы недействительными. Вот и все. Еще один такой вопрос. На данный момент разница, у вас электронный подсчет АСПАСу на 98% просчитан. Разница между ручным и электронным, она очевидна. То есть обычно эти вещи совпадают, ну и там процентное соотношение немножечко отличалось, но волеизъявления народа достаточно было ясно. В этот раз получается совершенно разная картина. То есть партии занимают разные места, там, то есть лидерами остаются Атаджурт Кыргызстан и Шиним Энтымак. При ручном подсчете я уходила, лидером был Энтымак и Шиним Атаджурт Кыргызстан. Не проходили там другие партии. Почему? Почему так происходит? То есть общая тенденция всегда была, то есть мы 6-й выборный процесс наблюдаем, то есть и мы всегда знаем, что они должны совпадать в принципе. А ты когда уходила в эфир, Диля, процент какой был? Уходила я, был процент 20 и с чем-то. Я сейчас точно скажу, одну секунду, я перейду в интернет. Ну, то есть проблема в том, что всегда этот вопрос, он касался там десятых долей, сотых каких-то долей, но само по себе оно не менялось. Так, одну секунду. Так, ну, цитирую. Так, 508 протоколов обработано, это 20,37% от общего числа. По-иному говоря, у нас остается чуть меньше 80% ввода протокола. Да. Вот и отсюда вывод о том, что пока говорить о результатах выборов, тот же самый, допустим, Мишенин, что набирает первое место, пока не приходится, поскольку еще есть 80 протоколов. Ну, например, есть сейчас те политические партии, которые не прошли, но таблица показывает о том, что они проходят. Ну, согласитесь. И поэтому большой процент, и, скажем так, разницу в результатах даст именно тот 80%, который еще не заложили. Поэтому говорить о результатах рано. Но ты правильно, Диля, говоришь о том, что затягивать с результатами ручного пересчета тоже нельзя. Потому что это как раз-таки дает возможность раскачивать те тезисы, что выборы прошли недействительными, что был какой-то подлог, то есть выборы прошли нечестно и так далее, понимаете? То есть затягивать с этим вопросом на целых 20 дней,
как прописано в Конституционном законе, тоже До нельзя. 16 декабря, Да, до 18-го, по-моему. До 18 официальные итоги выборов, а ОКИ до 16 должны всю эту работу закончить. Да, то есть затягивать прям до этого не нужно, понимаете? Еще вопрос. Как вы комментируете ситуацию на выборах? Не выпускают представителей партий и говорят, что через 3 дня переходите. Это касается, я так понимаю, работы УИКов. Как можно верить такому? То есть Смотрите. Очень многие заявляли о том, что, конкретных, я подчеркну, что конкретных свидетельств, заявлений, видео, фактов не было предоставлено. Да. Просто говорят о том, что представители партии, уполномоченных, наблюдателей на выборах не пускают на УИКи, либо выгоняли с участков при подсчете голосов. Смотрите, данная проблема была всегда. Зачастую. Нужно понимать о том, что зачастую наблюдатели удовлетворяются получением только электронного чека результата выборов ОСУ. Хотя после этого, в соответствии с законом, председатель участковой избирательной комиссии должен в обязательном порядке провести пересчет. Но заметьте тенденцию, что многие наблюдатели после того, как получают этот, они уходят. Они не считают. И те моменты, когда ночью приходили и стучались: откройте теперь УИКи, давайте мы пересчитаем, это не является неправильным. Вот этот вопрос можно ставить уже в окружной избирательной комиссии. Поднять протокол о том, что он не соответствует, он уже должен его оспорить, понимаете? Выставить, а потом уже в ручном пересчитать. Это говорит о том, что не подготовились в достаточной мере наблюдатели. И наблюдатели тоже. Я в этом уверен. Это Да. именно юридическое незнание тонкостей избирателей. В обязательном порядке нужно добиваться о том, что нужно сделать. Допустим, я не увидел тех толкучек в УИКах, где были большие проблемы, когда, допустим, одна политическая партия выгоняет другого, чтобы не было. Самое главное, они добивались о том, чтобы выборы прошли правильно. Например, самый проблемный город Ош, который всегда происходили определенные столкновения, он тоже проходил тихо. Да, то есть, сравнительно возьмите 2020 год, возьмите 2015 год выборы, да, парламентские выборы. Ну, согласитесь, сейчас вопрос не стоит о признании недействительным результата выборов того или иного участка, заметьте. Нигде нет абсолютно, каждый оспаривает результаты в целом. Никто не дожидается. Не прошедшие политические партии, безусловно, они говорят о том, что мы признаем выборы недействительными. Причем не один из них, подавляющая часть, скажем так, да, не соглашается на ручной пересчет. Пусть идут, пусть пересчитают, пусть посмотрят и так далее. Да? Потому что поделать, особенно если этот вопрос, безусловно, будет затягиваться, оно будет вызывать определенные сомнения. Но здесь нужно будет незамедлительно именно пересчитывать те участки, которые есть. И причем, как я знаю, что члены Центральной избирательной комиссии, пусть даже не все, но отдельные, готовы как раз-таки открыть эти участки, пересчитать, посмотреть и так далее. Помнишь 2010 год? Да. Зовут Ленина, когда пересчитывали практически пачками. И люди пересчитывали. И остались даже те недовольные, когда дозволили пересчет, они говорили: все, ладно, мы не будем считать, мы достаточно удовлетворились теми результатами, которые есть. То есть они сами были, скажем так, недовольны, когда согласились открывать каждый участок и пересчитывать его вручную. Вот и все. Если они этого добьются, если это их успокоит, но ты правильно говоришь о том, что процент будет небольшой разницы между ОСУ и между этим. Конечно, возникает вопрос, почему было столько испорченных бюллетеней. Это настроение людей. То есть люди устали от выборных процессов, им совершенно просто верно. неинтересно. Конечно, поэтому и против всех люди голосовали. Это есть определенное неверие и так далее. Это ровный результат того, что они не верят этим результатам. Еще одним важным фактором на выборах является применение админресурса. Как ты оцениваешь в этот раз, применялся он или нет? То есть, по моим личным ощущениям, он применялся, но гораздо меньшем объеме, чем это было ранее. И вопрос подкупа. Сталкивался ли ты с этим? И был ли подкуп так же популярен, как мера воздействия на избирателя, как ранее? Я знаю ровно избирателей тех, которые были сами настроены. А что, в этом году ничего не дают? Да, было такое. Да, именно избиратель. То есть он привычный, настроенный на то, что в парламентской кампании он заработает. Это был один момент. Я не видел в этой кампании, чтобы те же самые домашние комитеты, но это может быть результат городских выборов, то, что проходило до этого, да, накануне, чтобы домкомы таскали деньги или призывали людей. Я этого тоже не видел. То есть сама кампания, парламентская кампания, избирательная кампания, она была вялой.
То есть люди даже не замечали, что проходят выборы. Ну, согласись. Вот и все. Если сравнительно административного ресурса, безусловно, его в тех масштабах, как проходили, допустим, в прошлые кампании, допустим, в 2015 году, в 2017 году, пусть будет 2020 год, да, и так далее, его не было. То есть натиска, когда мэр получал определенное задание, или, допустим, акимы районов получали задание, чтобы провести ту или иную политическую партию, и причем в одностороннем порядке вкатывали нарушения, его, конечно, не было. Безусловно, тут большую роль еще и сыграло само неактивное участие самих избирателей. Ну, согласись, ну, больше 2 миллионов людей не участвуют на выборах, хотя результаты именно будут выявлять именно из-за этого, да? Вот и все. Но справедливости ради нужно сказать еще один момент. Если судить по результатам выборов, которые были предоставлены автоматизированной системой, считывающих урн, да, то есть и с участием, что проходит, например, тот же самый Бютюн-Кыргызстан, и по одномандатным округам оппозиционно настроенные кандидаты, то говорить о том, что был сильный натиск, не приходится. Справедливости ради, им было дозволено участвовать на этих выборах, и они получили свой результат. Ну вот в случае с Равшаном Джинбековым случилось очень интересно. Ну, согласись, да. То есть это был определенный прецедент, когда сам глава государства проголосовал по выбору тех кандидатов за кандидаты, которые находятся в местах. На твой взгляд, он нарушил законодательство, когда он показал журналистам бюллетень? Во-первых, президент не показал. Это был ровно пойман тот момент, когда было непонятно, каким образом вставлять, я пересматривал просто этот ролик, вставлять бюллетень в урну, да, то есть именно вот этот момент фотограф успешно для себя его зафиксировал. Но меня радует то, что он не стал отрицать о том, что он отдал за Джеймбекова. Да? Он обосновал о том, для чего он отдал свой голос и так далее. Он, безусловно, сравнил его с собой, оказывается, понимаете, то, что в 2017 году я находился под таким же политическим натиском, поэтому у меня выбор пал именно на него. Хотя у него была полная возможность, у президента была возможность проголосовать против всех, согласись. Вот да, и все. Была абсолютно возможность. У меня еще такой вопрос. Когда нам все-таки ожидать, на твой взгляд, когда вот это вот закончится ручной подсчет голосов, и каков твой примерный расклад на этот состав парламента? Не сильно изменится результат партийных выборов, как и не изменится результат одномандатных округов. Другое дело, сам состав будет сформирован не в полной части, не в том количестве, как прописано в самой Конституции. То есть не все 90 депутатов, поскольку выборы будут проходить еще в Свердловском районе, города Бишкек, и в Первомайском. Да, то есть это будет 88 депутатов и так далее. Но меня немного удивляет другой момент, когда в социальных сетях происходит ор по поводу гендерного равенства. Что в законодательстве прописано, что не менее 30% должно быть женщин и так далее. Ну, в одномандатных округах его не пропишешь. Его никогда такого не будет. Ну, ты представь, выходят 2 кандидата мужчин, и выходит женщина. И если мужчина выиграет, там же не будут говорить, ой, по гендерной должна пройти женщина и так далее. Такого никогда быть не может. Поэтому требовать о том, что в одномандатных округах не прошли женщины, это является тоже неправильным. Хотя, допустим, у тех же кандидатов, которые пошли по партийным спискам, у них была возможность участвовать в одномандатных округах. Ну, возьмите ту же самую Атыр Абдрахматову. Ну, находясь сознательную свою жизнь в городе Бишкек, в столице, она в Жетиогузе показала хороший результат. Больше 3000 голосов, чтобы забрать в регионе и так далее. Конечно, и причем у одномандатных округов ограничительное право. То есть голосуют только те, которые находятся в этом избирательном округе. Если партийный имел право воровать, допустим, у своего же сопартийца кандидата с другого района, вот мы вдвоем выходим с одной партии А, например, да, казалось бы, однопартийцы, единомышленники и так далее. Ну ты, допустим, прозваниваешь и говоришь, Джалабад, например, да, за Ханата не голосуйте, голосуйте, да, за партию А, но не под номером 55, а под номером 50 за меня. Ну, соответственно, у избирателя возникает вопрос, это же ваша партия. Не, понимаешь? Вот это самое плохое. То есть у одного из кандидатов, не буду называть кто, я просто спросил о том, что, ну что, как позиция, как с оппонентами. Он говорит, ты же знаешь, что для меня оппоненты и вся партия, с которой я тоже выхожу, понимаешь? Вот это, говорить о том, что на основе этого будет какое-то партийное строительство, не будет. Никогда. То есть прежний вариант внутрипартийного рейтинга и он был лучше. Почему? Представь, условно всегда округа были поделены.
на 120 округов, да, скажем так, если он представляет 120 депутатов, минимум 100, либо 120 депутатов и так далее. Мы 200 представляли и так далее. Условно они делили, что вот этот, там, допустим, Базар-Курганский округ, за ним, Нарынский за ним, никто туда не лез. Наоборот, кандидат прозванивал и говорил, у вас есть родственники, кто за меня проголосует и так далее. Происходил некий фактически условный обмен всегда. Ну, чтобы условно законодательство прописало, там сидят эти, как раз таки за меня проголосуют, я перекину его сюда, не пойдет, понимаешь? Вот представь, если, например, представитель Дордоя будет выходить в Первомайском районе, если мы представим, что это партийная круга, и выходил по Свердловскому району. Представитель Дордоя, несмотря на то, что Дордой относится к Свердловскому району, он, безусловно, прозванивал и говорил, чтобы они голосовали за Первомайский этот. Понимаешь? Вот в чем большая проблема. Хотя они, допустим, однопартийцы, к примеру, если взять не одномандатные округа. Вот это и есть большая условность. А всегда было поделено, что вот эти участки, они идут за мной. Понимаешь? А вот здесь проследить, я знаю, что поступали ко мне звонки, когда кандидаты говорили о том, что, слушай, вот этот кандидат с моей же партии ныряет на мою зону и забирает мои голоса. Вот как можно на него повлиять? Я говорю, никак. А как ты повлияешь? Только разговором. Он забирает, допустим, определенную этническую часть населения на себя. Переклик, хотя знает, что это не его зона. Вот таких моментов тоже очень много было, особенно на юге, понимаешь? Вопрос опять от Бахтин Мишанов. Почему мы используем корейский черный ящик? Только 2 страны в мире используют. И насколько вероятен шанс к возврату чисто ручного подсчета голосов, как есть, например, в России? Вернемся ли мы, откажемся ли мы от ОСУ? Вот так вот сформулировал вопрос. На вопрос о том, что подсчет этот был, то есть изъяны ручного пересчета, они всегда тоже есть, согласись? То есть это всегда заканчивали скандалом. Но представь, кандидат, который не набирает на том или ином участке, он просто берет, создает определенные условия для того, чтобы этот участок признали недействительным, поскольку он не набрал. Это как раз таки дают возможности ручного пересчета на месте. Когда бюллетени специально портятся, когда урны воровали, помнишь, в Ленинском районе в 2010 году, да, вот кандидат не проходит, он берет урну, затягивает и так далее, и добивается того, чтобы этот участок не признали, признали недействительными, понимаешь? И говорить о том, что мы вернемся к российскому, у России свои проблемы. В Казахстане. Члены УИКов. Я тебе больше скажу, в Казахстане вообще нету графы против всех. Понимаешь, даже Дусым Сутбаев то же самое представлял. Он говорит, вообще меня удивляет, что у вас есть графа против всех. Помнишь, вопросы возникали по поводу Эльмурзы Сатыбалдиева, насколько он имеет право баллотироваться? Он имеет моральное право, поскольку он, помимо того, что он имеет конституционное право, после нахождения в местах лишения свободы, он 11 лет это все прождал. Представь, да? Он никуда не шел, нигде не участвовал и так далее. И если кандидаты, если кандидаты снимались, это плюс ему, да. Ну, надо это признать, представляешь? И вообще меня удивляет позиция Центральной избирательной комиссии, когда они говорят, если кандидат за 25 дней снялся, или если в том или ином округе зарегистрировался только один кандидат, то выборы признаются несостоявшимся, либо переносятся. Да? Так не должно быть, потому что у самого избирателя всегда остается право избирать. То есть, либо он голосует за того кандидата, который в единственном числе, ну возьми тот же самый Карасу, к примеру, либо голосует против всех. У него остается выбор. Что сделал, допустим, Свердловский район? Да, поставить, обозначить и все. Да, я же поэтому и прописывал в Твиттере о том, что кандидат против всех в Свердловском районе и в Первомайском районе выиграл. Вот и все. Он признал выборы несостоявшимися. Другой момент, когда законодательство не прописало, к большому сожалению, на будущее, о том, что кандидаты, которые не набравшие голоса, они имеют право повторно участвовать на выборах. Но это неправильно. Логически это неправильно, хотя законодательство, допустим, прописывает о том, что это можно, что и новые, и старые кандидаты и так далее. Потому что сейчас возникает большой вопрос о том, что те не прошедшие кандидаты имеют право участвовать теперь на повторных выборах, хотя это одна кампания, это продолжение одной кампании. То есть не будет повторных выборов без тех выборов, которые бы не состоялись 28 ноября, согласись. Да. Вот и все. То есть я сейчас вот тоже смотрела статью 38 закона о выборах. Да. Там нет четкой вот именно прописанной нормы. И я думаю, что юристы Центра избиркома должны ее должны, поставить на этом. Ну, логически, представь, если он на этом округе не набирает, нет, теперь повторно еще раз попробуй шанс, это является неправильным. Конечно, сейчас этих многих кандидатов такой ответ мой не устроит. Допустим, тех же самых кандидатов, которые в Первомайском районе и так далее. Ну, Нурбек Тактамонов уже заявил. Ну да, вот к примеру, да, то есть
То есть здесь точку должна поставить сама Центральная избирательная комиссия непосредственно сама, то есть принять решение определенно, поскольку народ, по большому счету, за эти 1,5 года устал от выборов. Постоянно, допустим, признавать его несостоявшимся и так далее. Причем есть опасность того, и причем это законодательством прописано о том, что в случае того, если депутат по одномандатному округу прекращает досрочно свои полномочия, что у нас в принципе на практике является нормальным, то опять государство обязано проводить на этом округе опять-таки выборы. И представим, вот эти в течение 5 лет, в течение года по одному разу, допустим, будут проходить выборы. Вот и все. Кроме 1 года за 4 года, да? То есть, если не менее года остается, то выборы не проводятся, и мандат остается вакантным. Я живу в Свердловском районе, и мне это предстоит. Но все-таки у меня еще последний вопрос. Каков твой расклад на будущий парламент 7-го созыва? Как ты думаешь, что пойдет? Кто не пойдет? Не буду говорить о том, рано говорить о качестве, это пусть останется пока моим мнением, но я, наверное, больше сакцентирую на тех задачах, что парламент на себя возлагает сейчас большую ответственность. Но он урезан по полномочиям. По полномочиям, да, но вопрос ратификации, допустим, тех или иных законов, допустим, связанные с Узбекистаном, связанные с Таджикистаном, с демаркацией границ и так далее, для него есть определенные, скажем так, задачи, которые он должен выполнить. А вот как он выполнит, насколько это устроит, допустим, нашу страну, наше будущее, это уже большой вопрос, да? Поскольку есть определенные силы, когда будут влиять на решение того или иного вопроса. Я очень надеюсь, что парламент, какой бы у нас страна ни была, он будет независимым, поскольку мы практику прошлых режимов увидели, когда именно администрация президента решала, как голосовать тому или иному парламенту. Это все. То есть ты ожидаешь все-таки разнообразное мнение? Я очень на это надеюсь, и меня в принципе успокаивает то, что есть и в парламент, в состав парламента в будущем попадут. Это, конечно, заслуга и действующей власти, попадут и оппозиционно настроенные представители, которые будут высказывать еще и иное мнение, и как раз таки менять настроение того парламента, который идет, возможно, будет идти по не тому курсу. Вот и все. Понятно. Спасибо большое за беседу, было очень интересно. Я напоминаю, что у нас был политик, могу тебя назвать юристом со всякими научными званиями, их очень много, я устану перечислять. Канатбек Азиз, спасибо большое за эфир. А от себя я хочу добавить, что обязательно подписывайтесь на все наши социальные сети, читайте «Кактус Медиа», смотрите обновленную статистику, следите за выборами и помните, что «Кактус Медиа» любит вас.